Вряд ли найдется такой человек, который никогда не восхищался звездами. Глядя в ночное небо, ими можно любоваться вечно. В моем видео вы узнаете несколько интересных фактов о космосе и звездах. В наблюдаемой Вселенной существует более 1 септиллиона звезд, которые имеют свой размер, цвет и строение. Звезда – это массивное шарообразное небесное тело, состоящее из газа или плазмы, в котором происходит или происходили термоядерные реакции, вследствие которых они выделяют большое количество тепла и света. Существует много типов звезд в зависимости от их образования, размера и некоторых других физических свойств, но для простоты существует 3 основные типа звезд – гиганты, карлики и нейтронные звезды. Звезды-гиганты являются самыми крупными из всех типов звезд, и некоторые из них могут даже вырасти до размеров всей нашей Солнечной системы. Звезды-карлики – это звезды меньшего размера, и существует 3 типа карликов – коричневые, белые и желтые карлики. Среди 3 этих карликов желтые карлики больше, и наше Солнце относится к этой категории звезд. Нейтронные звезды, они сильно отличаются от гигантов и карликовых звезд, состоят из субатомных частиц, называемых нейтронами. Несмотря на огромную плотность, они очень малы по размеру, и их вес больше, чем у нашего Солнца. С древнейших времен небо притягивало к себе людей. Вначале человек научился летать с помощью простых приспособлений, таких как воздушный шар или дельтаплан. Потом началась эра самолетостроения. Ну а позже, в сентябре 1857 года, родился Константин Эдуардович Циолковский. Циолковский не только придумал многоступенчатые ракеты, строительство которых стало реальностью, но и смог рассчитать, сколько топлива им нужно для полета. Первым человеком, совершившим космический полет, стал Юрий Алексеевич Гагарин. Именно на борту с ним 12 апреля 1961 года был произведен запуск корабля «Восток». Полет длился чуть менее 2 часов, но за это время был совершен оборот вокруг Земли. Человеческий разум помог создать замечательные инструменты и приборы, которыми улавливается и расшифровывается информация из космоса. Именно использование теории указывает путь дальнейших исследований, ставит перед учеными первостепенные задачи, концентрируя их усилия на определенных направлениях, нацеливает на установление определенных фактов.